О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Подвиг экипажа танка «Алеша» вдохновляет людей на песни. Например, видео на композицию уже набрало сотни тысяч просмотров в интернете и ушло в народ, как создавался хит. Выставка как инструмент для интеграции в производственный потенциал Якутии. Саха Промэкспо 2023, что представлено в этом году. В Мирном прошел обильный снегопад. На дорогах и тротуарах скользко. Жителям алмазной столицы страшно ходить по улицам, боятся переломов и ушибов. Как устраняют проблемы? Телефонные мошенники продолжают опустошать кошельки доверчивых нерюнгринцев. Мой коллега побывал на очередном профилактическом мероприятии. Солнечные часы и портреты российских императоров в Якутии открылись дни Эрмитажа. Увидеть экспонаты одного из крупнейших музеев мира можно в Национальном художественном музее. Продолжается поддержка участников специальной военной операции и их детей. В этом году Центр опережающей профессиональной подготовки выиграл грант главы на обучение и профориентацию детей-бойцов. Так, полноценную работу проект «Свои» начал с сентября этого года. Перед стартом проведен отбор образовательных организаций, которые смогут обучать детей. В результате в проекте принимает участие 18 организаций. Всего до мая следующего года планируют охватить порядка 200 детей военнослужащих. Здесь не только обучение, но и профориентация детей. То есть мы расскажем им, какие профессии сейчас востребованы у нас в республике, в стране. Помимо этого, потом уже, как они выберут свое направление, мы их будем обучать коротким программам. То есть они на выходе, ученики 10-11 класса, могут получить свою профессию. На данный момент 11 детей уже обучились. Это в Нижнем Бестяхе на базе транспортного техникума по профессии фотограф. И сейчас вот профессии младшая медицинская сестра в городе Нерюнгри обучается 7 детей. В зону спецоперации в ДНР передали вооружение, обмундирование и транспортные средства по поручению полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Помощь включает баги, снайперские комплексы, ночные и дневные приборы наблюдения, средства связи. Вооружение и обмундирование получили военнослужащие, мобилизованные и добровольцы Восточного военного округа на Донбассе, бойцы оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» и добровольческого отряда Российского союза боевых искусств «Союз». Ну а подвиг экипажа танка «Алеша» вдохновляет миллионы людей. В стороне не остались и творческие коллективы. Так, московские авторы Юрий Кононов и Константин Губин написали песню «Русский танк Алеша». Видео на композицию уже набрало сотни тысяч просмотров на различных интернет-площадках и ушло в народ. Теперь песню активно перепевают, как создавался хит. С авторами пообщался Максим Кардозу. Это курсанты Преображенского кадетского корпуса. Сотни молодых людей поют песню «Русский танк Алеша». Эти строчки про подвиг легендарного экипажа наизусть знают уже сотни тысяч людей по всей стране. Эксперты уверены, в России родился новый народный хит. Идея появления песни принадлежит певцу Юрию Кононову. Юрий Кононов каждый раз, исполняя эту песню, испытывает эмоции подъема и гордости за страну. И с удовольствием рассказывает, как появилась идея увековечить подвиг. Я, когда услышал в одном из новостных каналов о том, что нужно снимать фильм о этом подвиге, я подумал, почему нельзя спеть песню на эту тему. Я заболел так, что я не мог ни спать, ни кушать, ни есть, ни отдыхать, потому что я в этот момент был на отдыхе. И с утра до вечера у меня крутилась фраза «Русский танк Алеша, русский танк Алеша». Автором музыки и слов стал известный поэт и композитор Константин Губин. Он написал песни Юрию Шатунову, Юрию Петлюре, группе «Ласковый май». А в репертуар Сосо Павлиашвили вошли такие шлягеры, как «Небо на ладони» и «Помолимся за родителей». Новый хит про танкистов родился буквально за 3 дня.
Я, получив главный слоган «Русский танк Алеша», я стал искать, у меня всегда в песнях есть вторая главная строчка. Если проследить мои песни, обязательно название песни. И есть еще одна строчка, которая не менее важна. Я вспомнил старую русскую поговорку, что «один в поле не воин». Меня осенение пришло, и «один в поле воин». Когда я посмотрел эту хронику ребят, где за кадром было сказано, что он один, а их 8. Вот тут у меня все перевернулось в сознание, что и один в поле воин, если это русский танк Алеша. Авторы песни не были в Якутии, но работа над композицией сблизила их с нашей республикой. И каждый из них теперь хочет побывать у нас в гостях. Я слышал про якутские бриллианты, конечно же, но про бриллианты человеческих душ я не слышал. И когда я изучил историю этого подвига, понял, что двое якутян. И тут даже, знаете, в процентном соотношении получается, что татарин, русский и 2 якута. У вас очень гордая, очень сильная нация. У вас, видимо, это вам дано как-то свыше. Песня «Русский танк Алеша» быстро нашла своих поклонников. В интернете можно встретить десятки каверов, которые набирают сотни тысяч просмотров. И можно быть уверенными, что подвиг наших парней не забудут никогда. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Охране труда в Якутске посвящена эта неделя. Обсуждают современные тенденции и перспективы, обмениваются опытом в области безопасных условий труда. Во второй день провели стратегическую сессию на тему развития культуры безопасности. Эксперт из Москвы рассказал про локальные и правовые акты, организацию безопасных условий труда, охрану окружающей среды, безаварийную работу, недопущение происшествий, инцидентов, нештатных ситуаций. Сегодня формат у нас стратегической сессии, где вырабатываются мероприятия по обеспечению безопасности, по внедрению инструментов культуры безопасности в организациях. То есть нам предстоит рассмотреть этот вопрос с разных точек зрения, с точки зрения органов городского, государственного управления, со стороны работодателей, работников. 3 стороны. Я думаю, что это будет очень такой плодотворный, очень интересный день в работе. За последние несколько лет Якутия уверенно вошла в десятку регионов страны с самым динамичным ростом промышленного сектора. Многие компании видят в республике большой потенциал и хотят выйти на якутский рынок. Один из лучших инструментов для такой интеграции – выставка «Сахапром-Экспо», которая в 13-й раз проходит в Якутии. Мой коллега Александр Хавренко продолжит. Более 30 компаний из 10 регионов России приехали в Якутск, чтобы представить свою продукцию и услуги потенциальным потребителям. Моторные масла, трубопрокатная продукция, связь, телекоммуникации и спецтехника – вот далеко не полный перечень продукции, с которой можно ознакомиться на Сахапром-Экспо 2023. Выставка расположилась как внутри Центра спортивной подготовки «Триумф», так и снаружи. Снаружи представлена как большая экспозиция специализированной техники. И не только спецтехники, а даже стоят еще болотоходы, аэролодки и другое оборудование. То есть вы, приходя на выставку, ознакомитесь с продукцией, с материалами, с новыми какими-то новинками и можете напрямую задать вопросы производителям. В основном у нас представлены российские производители, и также наши друзья, партнеры из других стран. Очень важно, что подобные выставки в первую очередь несут в себе практическое применение. Поставщики и потребители находят друг друга. Тут же заключаются контракты и соглашения. За более чем 10-летнюю историю выставки «Сахапром-Экспо» накопилось множество примеров плодотворного сотрудничества. Важно, что после этого производители и поставщики открывают здесь у нас свои представительские офисы, соответственно. Наша компания возьмет даже, например, Саймикона, им уже не надо ехать в центральную Россию заключать какие-то договоры, они уже начинают взаимодействие здесь. Поэтому сейчас тоже будем дальше обсуждать, и, например, поставщики трубной продукции, я думаю, они тоже могут найти здесь своих потребителей. Так что эти кейсы, они будут только нарастать. Также в рамках выставки предусмотрена деловая часть, на которой в частности будут обсуждаться вопросы сертификации продукции и спецтехники для возможности работы при экстремально низких температурах. Но главное – это возможность диалога, выстраивание коммуникаций и совместная работа по развитию промышленности региона. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск.
Проблемные вопросы жилищно-коммунального хозяйства города Томот обсудили на совещании с участием министра ЖКХ Вячеслава Емельянова. Инициировал встречу народный депутат Илтумен Олег Марков. Именно в сфере ЖКХ, в частности, на текущие трубы, разлив септика, вывоз нечистот, поступает больше всего обращений и жалоб от жителей Томота. Необходимость строительства канализационно-очистных сооружений обсуждается давно, и сегодня под председательством министра детально проработаны вопросы источников финансирования и реализации этого проекта с участием железных дорог Якутии как основного инвестора. Да, но сегодня с рабочим визитом работаем в городе Томот Алданского района. Обсудили вопросы жизнеобеспечения, проблемные вопросы, связанные с водоотведением. Обсудили перспективные проекты реализации мероприятий по строительству канализационно-очистной станции с инженерными сетями. Есть еще много вопросов, которые необходимо согласовывать на уровне органов исполнительной власти, муниципальных образований. Наметили необходимость разработки проектно-сметной документации с обязательной государственной экспертизой для того, чтобы определить источники финансирования. Возможно, это будут внебюджетные средства из федерального бюджета. Ну и рассмотрели вопрос подписания конституционного соглашения по... В Мирном прошел обильный снегопад. Из-за потепления на дорогах и придомовых территориях образовался гололед. Жителям алмазной столицы страшно ходить по улицам, боятся переломов и ушибов. Проезжую часть коммунальщики подсыпали, однако на придомовых территориях до сих пор скользко. Подробности в сюжете. Такая полоса ускорений – излюбленное развлечение школьников по пути на учебу и обратно. Однако взрослым совсем не весело. В Мирном, как всегда, неожиданно выпал снег. А из-за потепления на дорогах образовался гололед. Сейчас половина города словно один большой каток. Из-за гололеда утром маршрут от дома до работы – целый квест, где можно проиграть, подскользнувшись на неподсыпанных пешеходных дорожках. Жители вынуждены на цыпочках добираться до места назначения. Очень скользко, очень опасно. Прям идешь и боишься. Гололед ходить очень страшно, потому что большое количество переломов, большое количество травм, большое количество ушибов у людей, особенно пожилого возраста. От площади до МРТК там на улице лед, на пешеходах тоже много людей, и там можно упасть. А вы падали? Да, падала пару раз. Конечно, когда подсыпано, уже легче. А так вообще, вот даже смотрите, на остановке, вот к автобусу ничего не подсыпано. С автодорогами алмазной столицы дела обстоят лучше. С утра подъемы, спуски и карманы подсыпают коммунальщики. Время выезда выбирают, ориентируясь на погодные условия, но признаются, что из-за обильных осадков это не всегда помогает. Когда начинается посыпка дорог при обильных осадках снега, то есть она не имеет никакого смысла, потому что, эффективности никакой нету, так скажем, посыпки. Да? Мы тоже отталкиваемся и ориентируемся от погодных условий. То есть у нас техника работает когда? 4 часов утра, то есть запланировано. То есть у нас происходит, опять же, планированное совещание. Благодаря подсыпке дороги стали безопаснее, чего нельзя сказать о некоторых придомовых территориях. А это зона ответственности местных управляющих компаний. В нашем городе их 6. В зону управляющей компании ОМПЖХ, в зону обслуживания, входит очистка крылец от наледи и от снега. Это крылец входных домов, многоквартирных домов, именно в каменном исполнении. Далее подсыпка подходов к данным крыльцам. Это входит уже в обязанности дворников, которые также работают в предприятии. А также в зону ответственности МПЖХ еще входит обслуживание городских тротуаров, первая часть. То есть от улицы Солдатова и до улицы Ленина. Если все же снег и наледь не убирают, а подходы не подсыпают, то не нужно медлить. Необходимо писать жалобу в управляющую организацию или позвонить в приемную. А если коммунальщики игнорируют обращение, то вам дорога в мэрию. Жалобу можно оставить в интернет-приемную на сайте. Но не стоит уповать на работу коммунальщиков. Смотрите под ноги, выбирайте подходящую обувь, желательно с шипами. А на дорогах соблюдайте скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Вадим Ахмадуллин, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Телефонные мошенники продолжают опустошать кошельки доверчивых нерюнгринцев. Несмотря на постоянные предостережения, жители района все равно попадаются на уловки злоумышленников. Иван Лазаренко побывал на очередном профилактическом мероприятии.
Несмотря на постоянное информирование о том, как действуют телефонные мошенники, к сожалению, Нерюнгринский район продолжает лидировать среди тех районов, в которых случаи дистанционного мошенничества зафиксированы. Если за весь прошлый год сумма ущерба была на уровне 40 миллионов, то только за 10 прошедших месяцев этого года цифры ущерба в разы больше. В настоящее время преступления данной категории, именно дистанционных мошенничеств, непрерывно растет на территории Нерюнгринского района. Охват лиц, которые у нас подвержены данным категории преступлений, длится более 45 лет, основной массы. В настоящее время зарегистрировано именно дистанционных мошенничеств 237 преступлений. Общий ущерб составил более 80, около 90 миллионов рублей. С целью привлечь внимание жителей района к проблеме роста преступлений подобного рода, сотрудники полиции с привлечением студентов вузов и колледжей Нерюнгри, а также общественников провели массовый флешмоб. Сотрудники полиции решили привлечь к данной проблеме молодежь, а также общественников, потому что эта проблема остается актуальной, и из года в год у нас только происходит рост данных преступлений. В связи с этим мы проводим вот такие масштабные профилактические мероприятия, чтобы донести до наших граждан правила личной финансовой безопасности. Студенты и сотрудники полиции раздавали жителям Нерюнгри информационные листовки и еще раз напоминали о том, как себя вести, если поступил звонок с неизвестного номера и разговор касается каких-либо действий с деньгами. Ну а мы еще раз хотим напомнить, что ни сотрудники банков, ни представители правоохранительных органов никогда не звонят первыми. И не существует никаких безопасных счетов и никаких встречных кредитов. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Идем далее. 14-е угловские чтения прошли в культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни». Они собрали первокурсников, около 600 студентов. Одна из основных задач мероприятия – профилактика алкоголизма. Основателем чтений в университете был профессор Карл Башарин, который многие годы работал координатором проекта. Он разделял точку зрения Федора Григорьевича Углова, академика, выдающегося хирурга современности, бессменного лидера Союза борьбы за народную трезвость. По мнению Башарина, угловские чтения являются одним из важных элементов дальнейшего распространения идей трезвости и здорового образа жизни. Карл Георгиевич скончался летом этого года. И последний он провел в 22 году, 11 сентября, в День трезвости. И проводил он эти угловские чтения и в «Триумфе». Это для первокурсников всех подразделений нашего университета. Он показывал свои уникальные слайды, которые были у него в музее на кафедре анатомии. Это экспонаты лиц, которые употребляли алкоголь и табак. И он показывал разрушающее воздействие их на организм человека. В Якутии продолжается прививочная кампания. На данный момент вакцину получили 35,5% населения региона. Например, в столичной поликлинике номер 1 вакцину получили более 17 тысяч взрослых и более 12 тысяч детей. В последнее время все чаще появляются разные штаммы респираторных заболеваний. Одним из них является грипп, вирус которого передается воздушно-капельным путем. Для того, чтобы человек не заболел гриппом, лучше заранее получить прививку, говорят врачи. Прививку в первую очередь ставят гражданам с хроническими заболеваниями и тем, кто больше всего работает с населением. Это учителя, медики, продавцы, водители и другие специалисты. Мы прививаем всех по заявкам. Ездим в организации, в детские садики, в школы. И здесь в поликлинике тоже прививаем. Вакцины создаются на один сезон, потому что штаммы гриппа меняются и именно актуальные. Поэтому мы ежегодно получаем разные вакцины. У человека создается иммунитет, то есть антитела создаются против гриппа типа А, типа Б. В Якутске возобновлена акция «Добрый вечер, доктор». Врачи продолжат вести прием в вечернее время. Напомним, впервые акцию провели летом.
Проект охватил более 12 тысяч человек. Подробнее в материале Даяны Федоровой. Жители и гости столицы снова получили возможность пройти медосмотр и проконсультироваться у терапевтов и узких специалистов в вечернее время. Помимо этого, специалисты онкодиспансера проводят онкоскрининг, а также есть возможность пройти осмотр у дерматолога и сдать анализы на ВИЧ и гепатиты. В торговом комплексе Туймада врачи поликлиники номер 1 осматривают всех желающих на первом этаже. Все должны пройти диспансеризацию. После 40 лет это уже ежегодное должно быть. И такая акция проводится для того, чтобы охватить больше населения. Работающее население же на рабочее время в поликлинику не подойдет же на диспансеризацию. Поэтому вне рабочего времени всегда подходят. И тогда получается много охвата. В спектр анализа входит и мазок на онкоцитологию шейки матки. В данном мобильном пункте результаты тестирования можно получить в кратчайшие сроки. Мы здесь смотрим от 18 лет. Девушек, женщины, берем онкоцитологию от шейки матки. На онкоцитологии показывает по онкологическое заболевание, инфекцию и воспаление. Результаты через 2 дня. Всего функционирует 5 мобильных пунктов. 3 из них находятся на общественных площадках Урасамол, Азия и Туймада. 2 в медицинских учреждениях, онкологические и кожно-венерологические диспансеры. Пункты работают с понедельника по субботу с 5 до 8 вечера. Акция продлится до 22 декабря этого года. Даяна Федорова, Георгий Крикорьев, Якутск. К другим темам: почти 800 тысяч археологических памятников, 600 тысяч картин, гравюры, статуи разного рода. Все это коллекция главного штаба Эрмитажа. В Санкт-Петербурге с недавних пор жители Якутии могут увидеть подлинные экспозиции музея, не покидая пределов республики. Открылась выставка «Часы и эпоха» с предметами искусства, которые привезли из Петербурга в Якутск. С экспозицией знакомился мой коллега Петр Васильев. Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений и памятников мировой культуры. Вот уже 3 века подряд музей привлекает всех поклонников мирового искусства, однако полностью обойти здание Зимнего дворца – задача сложная. Это практически невозможно не то что за пару часов, это невозможно даже за несколько визитов. Тем актуальнее становятся выездные экспозиции, одна из которых открылась в столице республики. Уникальные экспонаты Эрмитажа Петровской эпохи доступны якутянам теперь, не выезжая не то что за пределы республики, а даже Якутска. В НХМ привезли подлинники картин Петра I, Екатерины II, Елизаветы, Анны Иоанновны, видов Петербурга, гравюры и главный экспонат – золотые часы Анны Иоанновны. В центре экспозиции сферические солнечные часы работы Исаака Брукнера, мастера инструментальной палаты Санкт-Петербургской академии наук, и его ученика Петра Голынина. Этот прибор был официально поднесен русской императрице Анне Иоанновне и имеет дарственную надпись. Часы представляют набор разнообразных сведений и измерений, которые не уступают самым современным электронным устройствам. Уникальный экспонат в последний раз покидал стены Эрмитажа в 1988 году для выставки в Италии. Везли экспонаты из Санкт-Петербурга сначала в Москву с вооруженным конвоем. Затем подлинники Петровской эпохи преодолели длинный путь из Москвы в Якутск самолетом. Для их сохранности и правильного экспонирования пришлось даже переоборудовать целый этаж музея. Там появился климат-контроль, который имитирует температуру воздуха и влажность, которая присутствует в здании Эрмитажа. Тем самым можно с уверенностью сказать, что выставка – это не только отличный просветительский проект, но еще и шанс укрепить материальную базу Национального художественного музея, а также обменяться опытом с коллегами по цеху. Дни Эрмитажа – это большое событийное мероприятие, наполненное не только лекциями и различными мастер-классами для жителей нашей республики, но и также проходит семинар для музейного сообщества. Приехал заместитель директора Государственного Эрмитажа, и он лично
рассказывает о безопасности музейных предметов. Очень серьезные темы затрагиваются. И очень важно, что приехали реставраторы из Государственного Эрмитажа и будут показаны для музейного сообщества уникальные мастер-классы, связанные с консервацией, сохранностью изделий из бивня мамонта. Также в экспозиции доступен VR-кинотеатр, шлем виртуальной реальности зала Юпитера, галерея истории древней живописи и виртуальная прогулка «Эрмитаж. Погружение в историю» с Константином Хабенским, где каждый сможет переместиться во времени и пространстве в сопровождении экскурсовода-мистика. Еще в рамках проекта также запланированы эрмитажные лектории и мастер-классы по живописи. Ну а сама выставка «Часы и эпоха» будет работать с 25 октября по 20 ноября в основном здании музея. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Мультфильмы якутских режиссеров презентуют на выставке в форуме «Россия» на ВДНХ 12 ноября. Так, на форуме состоится презентация проектов производства НВК «Саха», 10 дополнительных серий первого якутского мультсериала «Токку», который повествует о приключениях жеребенка и его друзей, а также 20 серий другого анимационного сериала. Кроме того, на выставке презентуют первый якутский 3D-мультфильм «Бык холода» анимационной студии «Тундра». Данная картина рассказывает о 10-летнем непоседе Аяле, который мечтает создавать ледяные скульптуры. Но 27 октября мир отметит День аудиовизуального наследия. В преддверии профессионального праздника Национальный центр аудиовизуального наследия народов Якутии провел День открытых дверей. В стенах музея представлена раритетная кинотехника и не только. Кроме того, показали фильмы производства аудиовизуального центра. Для посетителей показаны документальные картины «Век якутского кино», «100 лет мечты», «Учитель перед именем твоим». Сегодня Дом-музей является памятником истории республиканского значения. Сохранить аудиовизуальное наследие Якутии значит сохранить коллективную память и обеспечить ее передачу будущим поколениям. Это фильмы о 3 народных учителях, вы знаете, Верхнеуральской мат-школы. Это фильм, посвященный становлению нашей республики, столетию и СССР посвященный, да. Вот. И еще один фильм есть. Так? Вот. Ну и мы хотим, чтобы желающие окунуться в тот мир, значит, истории, воочию посмотрели на тех документальных фактах, которые мы использовали, исходя из наших архивов в виде материалов. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.